Здравствуйте, дорогие коллеги! Сегодня я проведу для вас вебинар. Это будет вебинар, мы постараемся ответить на самые частые вопросы, которые нам задают, потому что этот конкурс у нас проводится уже второй раз. Первый был в начале этого года, и сейчас вот второй этап. И вот сегодня мы объявили о нем в начале этой недели. Это конкурс на производство отечественного контента. Заявки мы будем принимать до 18 ноября. И, кстати, думаем, что эти сроки вряд ли продлятся, потому что за 5 дней мы получили уже 7 заявок. Так что не оттягивайте, пожалуйста, момент подачи документов, если вы решили участвовать в конкурсе. Так, конкурс наш проходит в рамках 5-летней программы «Медиакамп» при поддержке Агентства США по международному развитию USAID. И сегодня мы хотим рассказать вот прям подробно, как вам будет лучше подавать на этот грант. Желаем всем удачи, всем тем, кто будет участвовать в нашем конкурсе. Для нас это очень важно. Так, и, значит, тогда начнем. Я буду задавать вопросы, которые вот нам обычно поступают от заявителей, и буду по возможности отвечать на них. Так, значит, первый вопрос. Какие проекты мы готовы поддержать? Смотрите, это может быть самый разнообразный контент. Легче сказать, что мы не поддерживаем. Вот все то, что мы хотим поддержать, все то, что мы от вас ждем, это вот сейчас на экране, это телевизионные программы, специальные репортажи, документальные фильмы, лонгриды, проекты в социальных сетях, веб-доки, веб-сериалы, мультимедийные истории и журналистские расследования. Что мы не будем поддерживать? Это создание сайтов и их продвижение, создание мобильных приложений, производство художественных фильмов и художественных сериалов, социальные ролики, часто очень их подают, кстати, хотя мы их не поддерживаем, музыкальные клипы, а все остальное, пожалуйста. Значит, проекты у нас могут быть на таджикском или на русском языке. Тематика конкурса свободная. И среди заявителей мы видим, это телеканалы, онлайн-медиа, продакшн-студии, независимые продюсеры, авторы, блогеры. И что очень важно, у команды или у автора обязательно должна быть юридическая регистрация. Так, следующий вопрос. Какая должна быть тематика у проектов? Темы тоже могут быть самыми разными, но все-таки у нас есть приоритеты. Философия проекта «Медиакамп», 5-летней программы, это мы ее определили для себя сами примерно так. Предоставлять слово тем, кого не слышат, кому не дают слово большие национальные медиа. Это уязвимые группы, это люди, которые находятся в сложном положении, гендерная тематика приветствуется, проблемы инклюзии, прозрачность и контроль решений власти. Но это совсем не значит, что ваши герои ваших проектов должны быть люди, у которых проблемы и которым плохо. Это могут быть персонажи успешные, персонажи позитивные, яркие, молодые. Просто те, которые по каким-то причинам сейчас еще не поняты в нашем обществе. Или люди, которые сами решают чьи-то проблемы и нуждаются в поддержке со стороны. В общем, мы предлагаем оглядеться вокруг и посмотреть вокруг себя. Мы уверены, что вы найдете интересных персонажей, о которых стоит рассказать, о которых общество еще не знает. Так, дальше. Может ли один участник подать 2 проекта? Да, может. И причем, если это будут действительно классные проекты, то 2 проекта могут стать победителями. То есть от одного участника может поступить 2 заявки, 2 заявки получат гранты. Но главное, постарайтесь, пожалуйста, не рассчитывать на количество, а на качество. Потому что вообще этот конкурс мы запустили для того, чтобы на нашем медиарынке, на медиарынке Таджикистана, было как можно больше качественного контента. Так, можно ли участвовать в конкурсе с новым проектом, или это должен быть уже какой-то раскрученный проект? Смотрите, мы поддерживаем как стартапы, а может быть это уже проект, который устоявшийся, успешный, который по каким-то причинам остался без финансирования, или вы хотите улучшить его качество, но для этого нужны деньги, а денег не хватает. В общем, для нас самое главное, чтобы это был полезный, нужный и качественный проект. А новый он или он уже есть на рынке, нам это не важно совершенно. Так, допускаются ли до конкурса проекты с софинансированием? Допускаются.
Если этот проект кому-то еще интересен, для нас это огромный плюс. То есть мы будем только рады, если, допустим, вы найдете уже себе какое-то финансирование, и мы сможем вам помочь дополнить его. Поэтому как бы это не возбраняется. Теперь, наверное, самый важный вопрос, как будет проходить отбор победителей. Он будет проходить в 3 этапа. Сначала вы заполняете онлайн-заявку. Она у нас находится в сообщении о конкурсе на сайте Media.tg, там есть гиперссылка на нее. В этой заявке вы должны прописать свою идею. И, пожалуйста, вы постарайтесь прописать ее кратко и четко. Потому что эти заявки будет собирать наш грант-менеджер, и он должен будет в них разобраться, обработать их и подготовить для членов отборочной комиссии, чтобы они могли потом в них разобраться. То есть вы должны написать свою заявку так, чтобы прежде всего он понял и не упустил вашу главную идею. На этом этапе тоже будет проходить некоторый отбор. Например, если заявка не соответствует конкурсу, например, мы всегда говорим о том, что мы не поддерживаем социальные ролики, и вдруг поступает нам заявка, в которой прописана идея о социальном ролике, и эта заявка сразу отклоняется. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, хорошо прочитайте наши требования. Всегда можете к нам обратиться, спросить, если вопросы остались, и заполняйте заявку так, чтобы наш грант-менеджер в ней смог разобраться. После этого все заявки будут переданы членам отборочной комиссии. Они их изучат самостоятельно, будут выставлять оценки самостоятельно по критериям качества. Это оригинальность идей, уникальность, новизна, вовлеченность аудитории и прочее. Потом они соберутся все вместе, обсудят спорные моменты и выберут самые лучшие работы. Теперь переходим на второй этап. На втором этапе авторы уже отобранных заявок, их мы пригласим на специальную питчинг-сессию. В любой форме в течение 5 минут они должны будут представить концепцию своей идеи и доказать членам отборочной комиссии, что она актуальна и реалистична, что вы сможете реально исполнить ее. Авторы заявок из регионов будут проводить свою презентацию по скайп-сессии, и поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы у вас была хорошая связь, интернет. Понимаем, что это очень сложно, но от этого на самом деле зависит успешность вашей питчинг-сессии, чтобы вы не мучили ни себя, не мучили членов отборочной комиссии. И на презентации вам нужно будет рассказать о деталях производства. То есть вы будете подробно рассказывать о том, как вы будете реализовывать свой проект, который вы задумали, насколько это реально, то, что вы задумали. Естественно, члены отборочной комиссии будут задавать вопросы. Далее вы будете рассказывать об аудитории проекта, и вы должны точно знать, кто ваша аудитория. Пожалуйста, только не говорите, что этот проект для всех, такого не бывает. Чем уже ваша аудитория, чем лучше вы ее знаете, чем лучше она известна вам, тем лучше будет проект. И члены отборочной комиссии на самом деле на это обращают внимание, вы прекрасно об этом знаете. Потом вам нужно будет рассказать про бюджет. Расскажите, на что вы планируете тратить свои средства. Потом будете рассказывать о конечном продукте, о том, как ваша работа повлияет на общество, зачем он вообще нужен, этот проект, какой след он может оставить. И для того, чтобы заранее понимать результаты проекта, постарайтесь поставить перед собой реальные цели. После презентации члены отборочной комиссии, естественно, зададут вам вопросы и дадут рекомендации для улучшения проектной идеи. А потом они опять соберутся вместе, обсудят все презентации, выставят опять оценки и выберут самых лучших авторов, кто смог представить свою сессию, представить свою питчинг-сессию. И начинается третий этап. То есть вам отправят все ваши заявки с рекомендациями, и вы должны будете, как показывает наша практика, то есть даже самые лучшие проекты можно доработать. И члены отборочной комиссии обязательно дадут свои рекомендации, они отправят вам, наш грант-менеджер, кстати, отправит ваши заявки, вы должны будете их доработать с учетом всех рекомендаций, с учетом всех замечаний. И потом вы возвращаете свои проектные заявки опять членам отборочной комиссии, и уже вот на основании ваших доработанных заявок они будут отбирать победителей. И вы сами понимаете, то есть если вы учитываете рекомендации, которые вам озвучили, если вы прислушиваетесь к тому, что было во время питчинг-сессии и до этого, то
ваша заявка будет намного сильнее. То есть окончательное решение по финансированию будет принято членами отборочной комиссии на основании именно вот прям последней доработанной заявки, в которой вы внесете полученные рекомендации. Кстати, по поводу питчинг-сессии. У нас на сайте «Новый репортер» есть вебинар. Внизу вы прямо увидите рубрику «Вебинары». И есть вебинар «Правила успешного питчинга». Его проводила Ольга Каплина. И я думаю, что он вам поможет подготовиться к питчинг-презентации, так что потом посмотрите обязательно. Так, дальше. Если вы выигрываете грант, вот сейчас вот прям самый такой момент очень важный. Если вы выигрываете этот грант, то вы сможете запросить приобретение лицензионного программного обеспечения, техники или оборудования для реализации проекта. Грантовые средства на технику оборудования выделяются нами дополнительно. Например, вы хотите снять документальный фильм. У вас для этого есть все. Есть какие-то технические ресурсы, ну не супер, конечно, но они есть. Или вы знаете, что вы можете где-то их приобрести, взять в аренду. Ваша заявка выигрывает, вам присуждают грант, и тогда вы готовите дополнительную заявку на приобретение техники и указываете, что вам эта техника нужна для того, чтобы улучшить качество, или вам ее не хватает. То есть только вы должны будете указывать приобретение реальной техники. Понятно, что к покупке передвижной телестанции мы не готовы. Так, дальше. Что тогда включать в основной бюджет? В основной бюджет вы включаете заработную плату по найму, все командировочные расходы, все виды закупок, которые необходимы для проекта, аренду автомобиля, услуги интернета, ну и, может быть, что-то мы пропустили, но это будете дополнительно обсуждать. Так, дальше, следующий вопрос. Как заполнять заявку? Это тоже очень важно. Смотрите, пожалуйста, будьте лаконичны. Чем короче ваш текст, тем он будет яснее. Чем он яснее, тем он будет лучше восприниматься отборщиками. Во-вторых, пожалуйста, уделите заявке максимум внимания, потому что, вы знаете, возможно, это один из самых главных этапов конкурса. Не только для нас, но прежде всего для самих авторов. Потому что хорошая заявка – это, наверное, это некий каркас для будущего проекта. Поэтому, пожалуйста, поработайте над ней. Еще один важный вопрос: кто войдет в отборочную комиссию? На самом деле мы пока не знаем. Состав отборочной комиссии будет определен ближе к проведению конкурса. Но я вам гарантирую, что все эти люди вам будут хорошо известны. Это будут независимые эксперты, которые так или иначе касаются к медиасфере и хорошо разбираются в контенте. Как правило, в составе отборочной комиссии у нас 5 человек. Это 4 представителей Таджикистана, 1 представитель Казахстана. Плюс за проведением конкурса будут следить наблюдатели. Это представители ЮСАИД, наш основной донор, и руководство самого Интерньюз. Естественно, будет вестись протокол каждого заседания членов отборочной комиссии. Дальше. По каким критериям будет проходить отбор? По самым разным. Прежде всего, это оригинальность идеи, виральность контента, насколько большую аудиторию вы сможете зацепить, и как проект сможет ощутимо повлиять на какую-то ситуацию. И чтобы все это можно было замерить и увидеть. Вот хочу привести вам пример. У нас в первом конкурсе победила Гульнора Амиршоева со своим фильмом, посвященным женщинам, которые отбывали наказание в тюрьмах, вышли, освободились и столкнулись с большими проблемами. Значит, этот фильм был распространен в соцсетях, на сайте «Вечерки». Плюс Гульнора устроила закрытый показ в кинотеатре «Кайхон», куда пригласила правозащитников, представителей государственных структур, медиа. То есть она рассказала об этой проблеме. И я думаю, что самое главное, Гульнора смогла договориться с государственным телеканалом «Джахонамо», и они показали этот фильм в эфире своего канала. Вы прекрасно понимаете, что государственные телеканалы, они не очень охотно показывают фильмы о женщинах, которые находились в заключении и столкнулись с проблемами. Но благодаря Гульноре и ее проекту в эфире государственного телеканала этих женщин показали. То есть помните философию Медиакамп: предоставить слово тем, кого не слышат, уязвимым группам, людям, которые находятся в сложном положении. То есть это и есть тот серьезный результат, на который мы надеемся. Его можно измерить и можно оценить. Гульнора
предоставила слово женщинам на государственном канале. Это очень важно для нас и круто. И мы хотим, чтобы у всех ваших проектов были такие же результаты. Кстати, еще фильм «Гульноры» пригласили в Польшу на конкурс по правам человека, документальное кино, по-моему, посвященное правам человека. То есть, ну, это просто вообще фантастика. Вот. Дальше. Будут ли во время конкурса члены отборочной комиссии обращать внимание на платформы, на которых будет распространяться контент? Я думаю, что будут, 100% даже в этом уверена. Но поэтому, если у вас нет сайта, и на сайт мы не выдаем гранты, сайта, если у вас нет, вы должны обязательно продумать способы распространения своего контента. Например, найти популярные площадки, на которых вы сможете показать свой продукт. И вы понимаете, что во время конкурса большое преимущество получат те, которые которые представят популярные площадки для распространения своего контента, потому что это будет для нас гарантия того, что этот контент увидит как можно большее количество людей. Дальше. Если я выиграю конкурс, через какое время получу грант? Порядок оплаты у нас определяется индивидуально в зависимости от календарного плана, от объема работ. И сроки ожидания будут зависеть прежде всего от вас, если вы вовремя предоставите все необходимые документы, о которых вам сообщит дополнительно наш грант-менеджер. И еще будет зависеть от того, насколько быстро одобрит этот проект, этот грант наш основной донор. Но в среднем ждать вам придется где-то от 15 до 30 дней. Так, сколько времени выделяется на реализацию проекта? Нужно будет в любом случае закончить до сентября 2020 года. То есть вы должны будете за этот период предоставить отчеты всем, ну, естественно, разработать проект, разместить его, распространить его. То есть все как бы до сентября 2020 года вы должны полностью закрыть. Поэтому это не должны быть долгосрочные, это не должны быть слишком серьезные большие проекты, там как, ну, вот большое кино или еще что-то. Форма отчетности. Какая у нас будет форма отчетности? У нас два вида формы отчетности. Это полная финансовая отчетность. Вам придется рассказать про каждый самани, который вы истратили. И еще есть творческая отчетность, во время которой вы будете рассказывать нам о том, как проходит реализация проекта, и потом представить конечный продукт. Мы не будем вмешиваться в то, как вы выполняете, как вы его реализовываете. Просто мы должны будем знать, что, как происходит. И вам нужно быть готовым к тому, что отчетность – это один из самых важных пунктов нашего партнерства. Финансовую отчетность вы будете предоставлять нашему грант-менеджеру Умеду Азимову, а творческую отчетность куратору этого проекта Джамшеду Шоеву, нашему техническому директору, которого вы все знаете. Какими будут размеры грантов? Вот суммы мы пока называть не будем, поскольку мы решили, что нам важно понимать, как вы сами трезво оцениваете свой проект. Бюджеты должны быть реальными, потому что Интерньюз ориентируется прежде всего на объемы нашего рынка, медиарынка. Мы прекрасно понимаем, на что способен наш медиарынок, какие здесь цены. Цены должны быть актуальными. И другими словами, то есть мы не сможем поддержать документальное кино, которое вы планируете представить на Каннский фестиваль. То есть это должно быть все реально. Так, будем ли мы спрашивать вас об устойчивости проекта? Это один из самых любимых вопросов, наверное, когда при получении грантов. И да, мы будем спрашивать. Ну, не мы, конечно, а члены отборочной комиссии будут спрашивать об устойчивости проекта, потому что сегодняшние успешные медиа должны создавать экономически успешные продукты. А сегодняшние медиа – это вполне себе потребительский продукт, который должен быть востребован на рынке. И поэтому об этом нужно будет рассказать, о том, как вы будете жить дальше. И это будет вашей сильной стороной, не главной, но сильной. Так, и у нас в заявке есть одно требование – предоставить ссылки на похожие проекты. И нас очень часто спрашивают, зачем нам это нужно. Смотрите, сегодняшний рынок, медиарынок не только в Таджикистане, но и во всем мире, это так или иначе адаптация того, что было 20 или 50 лет назад. То есть мы на 100% уверены, что велосипед изобрести сейчас невозможно, да это и не нужно делать. Мы просим предоставить ссылки
на что-то похожее, потому что мы хотим понять, насколько вы сами оцениваете адекватно свой проект. И плюс ссылки на похожие проекты, они помогут вам разработать идею окончательно. Поэтому мы вот обязательно попросим предоставить. Так, и как вот я вам уже говорила, наш конкурс уже второй раз мы проводим. Первый конкурс у нас был объявлен в начале этого года. И вы можете зайти на наши сайты. Media.tg – это сайт Интерньюз Таджикистана. И «Новый репортер» – это тоже наш проект центральноазиатский. И вы можете посмотреть там на те продукты, которые у нас уже были. У нас, значит, 3 проекта по конкурсу на производство отечественного контента. Это, значит, первый вот документальное кино, о котором я говорила, который подготовила Гульнора Амиршоева с командой. Вот мы на «Новом репортере» о нем писали, «Женские судьбы. Веб-доки из Таджикистана». Потом у нас был реализован проект в Таджикистане, готовится к выходу аудиокнига народных сказок. Это тоже наш проект по этим грантам. И третий, цыгане в YouTube в Таджикистане сняли фильм о люли. Вот 3 проекта, которые у нас уже вышли. Еще 5 проектов у нас по этим грантам, они находятся в разработке. Вот. Ну, в принципе, вот и все. Я хочу вам пожелать удачи в этом конкурсе. Я собрала все вопросы, самые распространенные, с которыми мы сталкиваемся во время таких конкурсов. И если что-то вам еще непонятно, можете здесь спрашивать или можете в любое время обращаться ко мне, к Джамшеду Шоеву, к Рустаму Гулову, к Умеду Азимову. То есть мы всегда готовы. Потом еще у нас есть такой момент. То есть кто из вас выиграет грант, кто будет реализовывать проект, вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку во время его реализации. То есть если вам нужна будет какая-то помощь, то можете обращаться, опять-таки, ко мне, к Рустаму, к Джамшеду. Да к любому в Интерньюз мы всегда готовы помочь. Всего доброго, до свидания. Всех рада была видеть. Пока.